В нескольких городских и сельских школах Коми заработает проект «Электронный дневник». Родители учеников 12-й школы столицы новинку уже оценили. Репортаж Константина Куратова. Прошу родителей прийти в школу, СМС-дневник. Оксана Степановна – мама восьмиклассника. Она активно пользуется электронным дневником. Оценки сына узнают не в конце недели, а ежедневно, через СМС-сообщения. На телефон оперативно приходит и другая полезная информация. Домашние задания, изменения в расписании, актированные дни, объявления о собраниях. Естественно, домашние задания мы иногда не записываем, да, то есть то поспешил, то забыл, то еще что-нибудь. В итоге получается так, что когда приходишь домой и спрашиваешь ребенка, ты записал домашнее задание или нет, он отвечает: я забыл, мне было некогда. То я достаю телефон, СМС-дневник смотрю и говорю: пожалуйста, садись и делай. Школьные новости родители могут узнать и через интернет. Информацию на сайт дневник.ком ежедневно заносит секретарь учебного заведения. После каждого урока учитель записывает домашние задания. Кроме того, что он в журнал, он еще на листочек. То есть какие-то пожелания. В конце дня, после того, как закончились уроки, листочки задаются мне. Я уже заношу потом в систему. И учителя, и родители говорят, с введением электронного дневника успеваемость школьников заметно повысилась. К тому же для преподавателей это очень удобно. Не каждый день может учитель позвонить, то есть найти время созвониться с родителями, а тут происходит такое негласное общение посредством интернета. Правда, пока не везде в республике есть сотовая связь и интернет. Далеко не все родители приветствуют нововведение. Существуют и проблемы с финансированием проекта. Однако в Министерстве образования Коми уверены, за электронным дневником будущее. Бесполезно бороться с прогрессом. И информационные системы, информационные технологии так или иначе не будут внедряться в нашу жизнь, и мы будем способствовать этому. Мы должны помнить о том, что количество бумажных документооборота, в том числе внутреннего, внутри образовательного учреждения, необходимо сокращать. И вот эти технологии, они помогут этого достичь. Пока электронный дневник – это всего лишь эксперимент. Но если он докажет свою эффективность, новинка заработает по всей республике. Константин Куратов, Любовь Королева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.